Недельная глава Балак. В этой главе мы читаем 22 с 28 по 30 стих, как животное ослица заговорила человеческим голосом. Это в действительности явление таково, над которым нужно нам поразмышлять, так как эта недельная глава связана с книгою Бемидбар, пустыня, соответствует уровню руах духа, который именно нисходит на сию пустыню, планету Земля, не только в облике человека, но и в облике животного. В недельной главе Ноах мы читаем в 6 главе 7 стихе сказано: «Истреблю человеков от человека до скота и адов». Здесь мы видим, что Господь называет человеков, это от человека до скотов годов. Каббалисты в этом стихе видят и дают нам объяснение и комментарии, что здесь речь идет о снисхождении духа человеческого именно не только в облик человека, но и в облик животного и годов и так далее. Поэтому, когда задается вопрос каббалистам, чья душа обитала в ослице Валаама, они отвечают: душа того человека, которого разум был недалеко от животного. То есть человек находился на этом уровне животного, ел, кушал, спал, секс делал как животное, только эту часть, а никакого духовного прогресса не было в его предыдущей жизни, поэтому он ниспускается в животные. И здесь именно ослица заговорила человеческим голосом, ибо душа обитала в ослице человека, который был разум недалеко от животного, то есть человек в предыдущей жизни, он жил именно только животной жизнью, не стремился к духовности, к продвижению того, что человек должен стать, подняться на ангельскую ступень, быть сыном воскресением, как Иешуа, Господин Машиах наш говорил, и уподобиться именно ангелам, стать на ступень ангельскую. Для этого в Псалме 103, 4 стихе сказано: «Ты творишь духов ангелами». Каких? Пылающим огнем любви к тебе. Дух, который пылает к Богу, стремится именно к духовности, выполнить заповеди Господни, стремится, как Авраам, к небесному и так далее. Такой дух достигает ангельской ступени. А также дух человека может именно опуститься как в облике человека, так и в животные. И священная книга Коран также повествует, что евреи, те, которые произвольно нарушали шаббат, одну из величайших заповедей, именно Господь не спосылал их в животные обезьян. Так мы видим, что есть реинкарнация, перевоплощение не только в облик человека, о чем Екклезиаст говорит: 1-4 род проходит и приходит, то есть души вновь возвращаются в новые тела. Поэтому наш Господин Иешуа Машиаха говорил учителю Израилю Никодиму Иоанна 3,7: тебе нужно родиться снова. То есть снова, чтобы достигнуть той ангельской ступени, одной жизни невозможно, необходимо многократные десятки, сотни жизней для прогресса, именно достижение той полноты, которая бы дала нам подняться в духовные миры. Поэтому человек водворяется. Павел говорит: мы, водворяясь, не выходя из тела, наша цель быть угодным ему. То есть существует реинкарнация, Гилгуль Нешама, перевоплощение. Поэтому Иов говорит в 1 главе 21 стихе: «Нах, я вышел из утробы, и нах, возвращусь туда». То есть жизнь не оправдает, не достигнуть того совершенства, которое бы могло дать душе убежище и поднятие к духовным мирам. Он возвращается вновь именно в утробу. В еврейском оригинале так и сказано: возвращусь туда, в утробу, опять.
И так человек рождается. Но, на жаль, не только в облик человека, но и человек может опуститься в животное, как сказано в книге Даниила. Человек – это душа, которая развивалась, сначала ведется от Навуходоносора, это душа Нимрода в Вавилоне, как мы читаем в недельной главе Наах, и дальше в Танахе, в книге Даниила показано, как опять Господь дал ему возможность воплощения в облик человека, и вновь на ту территорию, на ту же должность, престол, именно и он возгордился и сказал: все сие это я сделал. И тогда именно голос с неба был: отнимется царство тебя, и вот ты не зайдешь. Именно, то есть о реинкарнации говорится, будет в облике как животного мира, так и птиц обитать его душа будет. 7 времен пройдут над тобою. И вот мы видим, что он питался солому и так далее, был отведен от людей и так далее. Душа воплотилась в животного вола. И дальше его переселение было в животных, птиц и так далее. Так и здесь одна из душ не зашла в облик ослицы сей, который и заговорила именно человеческим голосом к Валааму. Таким образом, это учение говорит нам, что дух человека может опуститься не только в животное, но даже опуститься и стать именно бесом. То есть такой дух потом, который становится бесом, ему прекращается всякого рода перевоплощение. Ни в какие тела не дано ему воплощение, ни в облик человека, ни в облик животного, ни в растительный мир. Это духи злобы поднебесные, о которых Павел пишет в Евреям 6 главе. Они действуют, атакуют, влияют именно на человека, когда человек только попускает какие-то негативы, начинает кричать, оскорблять или как-то ругательство, и тогда он открывает этот канал, и эти бесы приходят, прилепляются к человеку, и тогда бывает, что человек совершает такие грехи, что в тот момент он был как бы не в нему, ибо так и говорится, что он говорит: я не знаю, бес вошел во меня, и там убил он жену, или жена убила человека, или там другого, друга, и так далее. Бес вошел и прилепился. Поэтому это называется дибук. Каббалисты ведут изгнание этих бесов, когда этот дух, он не может воплотиться в тело, как человеческий дух, который еще не упал так низко на уровень состояния сатанского. Поэтому он воплощается или в облик человека, животного, растения. Но когда так низко упал, тогда прекращается его реинкарнация, и он становится бесом, и он только может прилепляться. Дибук, прилепление. И вот он прилепляется с духом человеческим, и тогда, значит, атакует, действует. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы, проходя эту пустыню, как учим сегодня и проповедуем недельной главы книги Бемидбар, пустыня, что означает, чтобы, проходя это наше земное поприще так, что в действительности наш дух, ибо эта книга соответствует уровню души руах, духу, чтобы наш дух именно не опускался даже в облик человека, а не то, что животное или становился бесом, но поднимался вверх, то есть достигая ангельской ступени, становился сыном воскресением и также смог пойти в духовный мир. Да благословит тебя и меня, и весь наш род, и всех жителей планеты Земля, чтобы он смог стать на это восхождение лестницы души, ступени духовной, и подняться в отчий дом к тем духам праведникам, которые достигли совершенства. И там уже Иешуа говорит в Откровении 3 главе, что такие победители, которые победили именно Яцегору, зло, то есть тело, которое продано греху, они ее победили. Мир, который лежит возле, победили. Сатану, который и образ его, и начертание его победили. И таковых, сказано уже, Иешуа говорит, после того, как они духом покидают эту хищину тела, и сказано, уже не выйдешь вон, то есть уже прекратится реинкарнация, ты уже не выйдешь вон, закончилась реинкарнация твоя в облике человека, а человек рождается на страдании, Иов говорит 5:7, а тем более в животное, растение или в ад, другие измерения низкие, становиться бесом или так далее.
как подвергаются многие, но такой человек, достигший ангельской ступени, ставший сыном воскресения для духовного мира, такой уже не выходит оттуда. Там пребывает вечно, где уже нету сатаны, его оттуда сбросен, там только радость, веселье. Поэтому я призываю тебя, дорогой житель, проходя эту пустыню, проходя на этой планете Земля, чтобы твой дух именно смотрел и стремился к небесному, к лучшему, и достиг этих ступеней ангельских, и был именно переселен в духовные миры, и оттуда уже не вышел вон, и закончилась твоя реинкарнация. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.